Дашидондок и Сергей Батоевы. Книга называется «История рода Бадмаевых, основоположников тибетской медицины в России». Глава 1. История рода Бадмаевых. Первый тибетский врач Петр Александрович Бадмаев в России. Часть 8. В конце 7 части мы говорили о том, что Петр Александрович Бадмаев обратился с письмом в медицинский совет Министерства внутренних дел и получил отказ. И вот читаем дальше. Категоричное решение не остановило Бадмаева, глубоко убежденного в научности и практической пользе тибетской медицины. С присущей ему энергией и размахом он продолжил самоотверженную борьбу за предоставление ей статуса официальной в России. В целях отповеди противникам им написана книга «Ответ на необоснованные нападки членов медицинского совета на врачебную науку Тибета». Петроград, это 1915 год. Она начинается с выражения недоумения по поводу принятого решения и невозможности удовлетворения ходатайства. Касаясь причин этого решения, он пишет: «В самом деле, чем вызываются наскоки на лечение по тибетской системе? Предвзятостью или пристрастием? Но медицинский совет, казалось бы, поддаваться таким чувствам не должен. А между тем, ничем иным невозможно объяснить себе упорного стремления прекратить мою помощь страждущему человечеству». Также Бадмаев подчеркивал: помимо знакомства с языками, на которых изложена система, необходимо исследовать все самому, быть убежденным врачом и хорошо знать систему как европейскую, так и тибетской медицины. Олицетворением этих требований, необходимых для успешного применения методов и средств тибетской медицины, был он сам. Немалую роль в успехе его врачебной деятельности сыграла безукоризненная этика врача, которую называли обаянием. По его описанию, врачи должны быть приятными для больных и не отталкивать их своими поступками, речами и мыслями. Эти качества, наряду с разносторонней эрудицией, в особенности в области медицинской науки, обеспечивали Бадмаеву широкую известность и безукоризненный авторитет среди больных. Вскрывая причины упомянутого неразумного решения и ссылаясь на авторитетную статью в журнале «Фармацевт» того времени, исследователь Грекова пишет: «Не пытался автор статьи и завуалировать истинную причину злобных и грубых выпадов. По его подсчетам выходило, что петербургские аптеки лишились по вине конкурента, который держал свою аптеку, возможности изготовить 300 тысяч номеров рецептов». Заслуженный врач РСФСР Цилиндр Женайданов описывает так: в 1894 году Петр Бадмаев увольняется из Министерства иностранных дел России. Ему присваивается генеральский чин действительного статского советника, и он полностью посвящает себя деятельности врача тибетской медицины. В 1910 году в торжественной обстановке в Петербурге отметили полувековой юбилей аптеки тибетских лекарственных трав. Петр Александрович издал справку о положении врачебной науки Тибета в России. Как указывалось выше, в начале 90-х годов XIX столетия у Петра Александровича обостряются отношения с медицинским советом при управлении главного врачебного инспектора в Министерстве внутренних дел. Но Петр Александрович продолжал работать и бороться с противниками. В своей книге «Ответ на неосновательные нападки членов медицинского совета на врачебную науку Тибета», вышедший 2 изданиями, он рассуждал: чем объяснить, что в Петербурге, в центре цивилизации России, где ученые и европейские врачи так высоко держат знамя своей науки, тибетская медицина привлекла к себе взоры страждущих и стала центром всеобщего внимания.
Почему трудящийся рабочий люд, имея даровое лечение, наполняют приемную врачебной науки Тибета ежедневно сотнями, ожидая очереди, и платят 5, 10, 25 рублей, тогда как они, сидя дома, могли бы пригласить к себе любую знаменитость? Почему? А между тем тибетский врач с бедных людей брал мало. Увидев плохо одетого человека, пришедшего к нему, говорил: спрячьте деньги, потом. И лекарства давал бесплатно. Тем не менее, у Бадмаева все же были соратники из числа видных ученых. Книга Бадмаева о системе врачебной науки Тибета, перевод 2 томов Джу-Ши, получила высокую оценку известного терапевта того времени, профессора Васильева, который возглавлял медицинскую клинику Дербцкого университета. Тут в скобке поясняется Императорский Юрьевский университет с 1893 по 1917 год. Отзыв Васильева был опубликован в газете «Медицина» в 1899 году. В нем, в частности, говорилось, что, прочитав труд Бадмаева, каждый европейский образованный врач несомненностью убедится, что тибетская медицина достигла поразительного развития и, несомненно, в некотором отношении опередила надолго европейскую. Таким образом, в своей книге Бадмаев первым из европейских врачей попытался раскрыть научные основы тибетской медицины. Изложенные в ней взгляды, писал он, совпадают с действительностью, так как эта наука выработала их экспериментальным путем в продолжении многих веков. Она учит сохранять здоровье, предупреждать заболевания, помогать себе и ближним при заболевании, учит понимать красоту здоровой жизни при разумном труде. И здесь уместно провести следующие данные Жикжи Джабдаржиева, Юрия Цыбенова. Петр Александрович имел полное право обосновать свои взгляды, поскольку свободно владея русским, тибетским, монгольским, маньчжурским, китайским языками, мог непринужденно использовать неисчислимое количество первоисточников. Его перу принадлежит крупный труд о системе врачебной науки Тибета. Это 1898 год. В нем отслеживается мудрость древней книги Джу-Ши, раскрыты некоторые секреты индо-тибетской медицины. Уже будучи кандидатом наук, вместе с Владимиром Бадмаевым он составил список растений, минералов и сырья животного происхождения, необходимых для приготовления лекарств. На Земле нет ничего, что не было бы основой для лекарственной терапии в тибетской медицине. Вот суть этого списка. Не безинтересно, что Бадмаев был доверенным человеком Огинской степной думы в Санкт-Петербурге. Петру Александровичу был вручен специальный договорный документ от 25 августа 1894 года. Так, 4 мая 1894 года Бадмаеву выделено сенокосное угодье на 3000 копен. Конечно, многие авторы освещали его как врача тибетской медицины, дипломата, коммерсанта и политика. Однако ни один автор не приводил эти архивные документы, где Бадмаев является довольно жестким коммерсантом по отношению к своим землякам. Об этом расскажем ниже. Так состоялось заседание Огинской степной думы 17 июля 1893 года. Одним из направлений деятельности Огинского тайши Восточного Забайкалья была организация обучения, получение образования молодыми людьми коренного населения Огинской степи. В конце XIX столетия главный родоначальник огинских бурят Тайша Жанабадин еще не задумывался о форме и качестве оказываемой медицинской помощи коренному населению, и европейская медицина в этот период делала только первые шаги по организации доступной системы здравоохранения, в том числе и коренному населению Забайкалья. В 1893 году Гамбужап Цыбиков окончил Читинскую гимназию с серебряной медалью. Он являлся
стипендиатом имени его высокопревосходительства барона Андрея Николаевича Корфа, приамурского генерал-губернатора. Для этого агинские буряты перечислили 7 тысяч рублей в Чечинскую мужскую гимназию. Было составлено соответствующее положение о стипендии имени генерала-лейтенанта барона Корфа 21 января 1889 года. На основании этого положения студенту выдавалась стипендия в размере 300 рублей в год. Студент при этом должен был быть из бедной семьи. После окончания гимназии стипендиату предписывалось поступить в Императорский Томский университет. Так, 13 декабря 1889 года на общем суглане на собрании агинских бурят Гамбужап-Цыбиков был утвержден именным стипендиатом гимназии. Таким образом, он является первым бурятом, окончившим Чечинскую гимназию. В итоге на заседании Агинской степной думы 17 июля 1893 года было вынесено следующее решение: окончившего Чечинскую гимназию Гамбужаба-Цыбикова направить в Санкт-Петербургский университет, а Шежл-Хамабазарона в Иркутскую учительскую семинарию. Поэтому агинские буряты обращаются к директору гимназии с прошением, чтобы Цыбикова направили в Санкт-Петербургский университет на средства означенного стипендиального капитала. Но стипендия была учреждена для обучения в Императорском университете города Томска. И в 1893 году Гамбужап-Цыбиков поступил в медицинский факультет Томского университета. При этом он мечтал учиться в Восточном факультете Санкт-Петербургского университета. 28 октября 1893 года Гамбужап-Цыбикову было выдано проездное пособие от города Читы до города Томска в размере 128 рублей 84 копеек. И все-таки 22 ноября 1893 года заявлением за номером 498 Агинская степная дума обращается уже к его превосходительству господину военному губернатору Забайкальской области, принимая во внимание, что в Томском университете открыт теперь только один медицинский факультет, Гамбужап-Цыбикову пришлось поступить на этот факультет вопреки собственному влечению и желанию его сородичей. Образование, которое Цыбиков получит на медицинском факультете, не принесет никакой пользы для него и для бурят, среди которых имеет применение тибетской медицины, так что ему придется применять свои знания не в среде бурятского населения, которое тоже не будет иметь к ним особого доверия. Получив же образование на факультете восточных языков и изучив монгольские и китайские языки, он, несомненно, может оказать большую пользу своим сородичам в качестве ученого, переводчика или даже в качестве ученого-ориенталиста изучением древней жизни своего племени. Ввиду вышеизложенного имею честь всепочтительнейше просить ходатайства вашего превосходительства перед его высокопревосходительством господином Приамурским генерал-губернатором о перемещении студента медицинского факультета Императорского Томского университета Гамбужап-Цыбикова в Императорский Санкт-Петербургский университет на факультет восточных языков с правом пользования там стипендии имени генерала-адъютанта барона Андрея Николаевича Корфа. Таким образом, получается, если бы Цыбиков продолжил учебу в Томске, он стал бы первым европейским врачом в истории Агинской степи. Однако, как пишет исследователь Ригби Пубаев, он не имел особой склонности к врачебной деятельности, потому что вскоре оставил этот университет. Надо полагать, что агинские руководители не желали иметь европейского врача в лице Цыбикова. Это подтверждают архивные материалы. Соответственно, Цыбиков был переведен в Санкт-Петербургский университет с именной стипендией в 1900 году. Однако, по данным Жикжи-Джабдаржиева и Александра Кондратова, проучившись 1 год в Томске,
Цыбиков возвращается домой, в Агинское. И тут Петр Александрович Бадмаев выдает Цыбикову большую, по тем временам, сумму денег, 100 рублей, и направляет его в столицу Монголии, город Ургу. Там Гамбажап Цыбиков около года учится в школе, открытой на средства Бадмаевых. Школа эта готовила переводчиков, писарей, делопроизводителей, коммерсантов, словом, деловых людей. И затем Цыбиков переезжает из Урги в Петербург. Здесь, на Поклонной горе, Петр Бадмаев открыл свою школу для 40 бурят, которых всячески опекал, выплачивал им стипендии. В учебе было одно условие. Петр Бадмаев требовал, чтобы ученики принимали христианство. Те, которые отказывались от этой религии, были лишены учебы, в том числе и Гамбажап Цыбиков. На этом мы заканчиваем 8-ю часть.